Правительство Китая ускорило процесс сноса исторических памятников по всему Восточному Туркестану. По сообщениям Туркестан Пресс, в городе Яркян было снесено несколько исторических мечетей и площадей, примыкавших к старому городу, на месте которых строятся здания в китайском стиле. Культура, самобытность и исторические ценности уйгуров разрушают под предлогом несоответствия современным стандартам и общему образу Китая. Выходец из Восточного Туркестана Кутлук Дервиш выступил с речью на заседании партии ИИ. Дервиш осветил вопрос лагерей и геноцида, учиненного над мусульманами Восточного Туркестана. Выдержку из речи Кутлука Дервиша выложил на своей странице в Твиттере депутат от партии ИИ в Стамбуле Явуз Арали Оглу. После парламентских выборов, прошедших в Европе, лидеры 28 стран-участниц Евросоюза провели неформальный саммит в Брюсселе. Главы государств собрались для того, чтобы обсудить результаты выборов и назначить руководителей Еврокомиссии. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что правительство страны приняло решение приобрести у США 32 истребителя F-35. Мы сообщили американским коллегам о том, что хотим приобрести истребители, а также получить поддержку в логистике и обучении наших летчиков, заявил министр Блащак. Ранее Польша заключила договор с США на поставку военных систем «Патриот» и баллистических ракет на сумму 4 миллиарда 750 миллионов долларов. В кратчайшие сроки в Афганистане должны начаться переговоры, в которых примут участие представители всех слоев населения, а также политических и военных формирований. Все иностранные силы должны покинуть Афганистан. С таким заявлением министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил по случаю столетия со дня установления дипломатических отношений с Афганистаном. Лавров напомнил, что Россия оказала Афганистану помощь в производстве, энергетике, образовании, медицине и подчеркнул, что благодаря сотрудничеству было подписано большое количество соглашений.